Всем привет, народ. Давненько. Во время разговора буду делать свои дела. Пусть народ подключится. Так. На сегодняшний день нас стало участников 56. Всего участников. Здорово. Честно говоря, я немножко подустал. Осталось 5 дней до выставки. Конкретно врал. Ножи и ножи. Так, если немножко остановиться про лот, то у нас, как я уже говорил, 56. И хотел бы еще раз попросить у всех принять активное участие в репосте, на статусе, в инстаграме и так далее. Везде вывески высылайте у себя, по группам репостните, чтобы участников было, если будет, сами знаете, за пределов 150, то ножей будет 2. Но в данный момент 56. А у нас всего ничего, ровно 10 суток. Через 10 суток встретимся здесь. Буду тянуть билет. Тот, кто выиграет, тот выиграет. Вот. А те, которые предыдущие победители, отправили фотографии. Ну, по возможности попросил отправить ролики. Если кто видит, слышит прошлых участников, победителей, выигравших ножей, снимайте ролики и отправляйте ко мне в личку. 56, а не 51. Вот. И немножко остановлюсь вот на таком ситуации. Люди участвуют не один раз. И должен заметить одного, скажем так, подписчика. Он пил неоднократно прочущие лоты, участвовал. Но на этот раз отправил 1000 рублей. И билетов не потребовал. Говорит, делаешь благое дело, пускай поможет, пущай на благое пойдет. Эти 1000 рублей я отправляю от всей души, говорит. Я ему в свою очередь сказал благодарен. На свете есть такие люди, добродушные, им не надо, как говорится, лишнего, просто доверяют, знают, что это на благое дело. Вот и решили таким образом проявить доброе дело. Это похвально. Пока такой поступок
на моей практике впервые. Вот. И молодец. Молодец. Ну, наверное, понимает, что не выиграет или чисто от души. Насколько я понял, что это было просто от души. Поддерживает нашу с вами затею. Вот. И такие поступки, во-первых, меня как организатора требует дополнительного внимания, дополнительной ответственности, чтобы этот лот разыгрался и чтобы количество участников становилось все больше. Но, насколько я понял, он просто так ради доброго дела. В связи с этим, в пользу случаем Сахалы-Махалы Махтанабын, вот, на свете есть такие вот добрые люди. Вот, что касается моих земляков, надо тут чуток с большой буквы остановиться, но не буду на родном. Мои земляки знают не один язык. И Якутия, как известно, не маленькая. И в одном Якутии живет около 148 национальностей. Да, не ослышались. 148. Вот. Так что буду говорить на нашем, как говорится, русском. Дело в том, что некоторые недопоняли, отправляют, хотят приобрести 5 билетов, отправляют 5 раз по 100 рублей. А один и тот же номер. Таких случаев 3, по-моему. Если человек желает приобрести билеты в неограниченном количестве, просто отправляете сумму и один номер. А не 100, а не 10 и не 5 идентичных номеров. Очень просто. Отправляете не 100 рублей, а уже, как говорится, 200-300, сколько вам хочется приобрести билетов. Вот. По поводу заказов чуток остановлюсь. Я, как и раньше сказал, оврал. У меня выставка Дархан Уз 16-18. 5 суток осталось. Вот. К нему я готовлюсь. С братом день и ночь работаем. Ножиков разные. И стали разные. Вот. И должен сказать, на выставке, дорогие мои земляки, и не только землякам, я протестировал, протестировал недавно, как говорится, в моем меню вошел одна сталь Неолокс, германская сталь. И эта сталь очень идет, очень даже хорошо идет по бюджетному варианту. Что такое бюджетный вариант? Я как сам мастер решил так. Это не внушает доверия, поэтому бюджетный вариант. Это что-то не то, вот поэтому бюджетный вариант. Нет. Все, что требуется нормальному охотнику, нормально работает нож, нормально поправляется очень просто. Режущую кромку держит прилично, надо сказать. Но
всем известно, чтобы открыть банку, некоторые и очень правильно поступают. Окрывашку с собой берут. Для чего окрывашка? Граммов там 30-50 максимум весит. Для чего окрывашка? Зачем окрывашка? Я в таком случае встречал и неоднократно. А что, говорит, ножик не берет, что ли? Берет. А потом чем я буду там в экстремальных, темных, холодном положении? Чем буду я активно работать? Это, во-первых, говорит о том, что хозяин ножа требователь. Во-первых, он уже с уважением относится, как говорится, к человеческому труду. Действительно, нож по назначению. Вот. Использует не то, что там что-то. Вот. И сначала было как бы смешно. Баночка открыл, все, дальше поработал. На самом деле, если так теоретически, и все вы знаете, что такое консервная банка, и мало кто знает, что такое режущая кромка, действительно, как он выглядит, какой длины, толщины и так далее. И вся эта красота держится в одном. Нож режет, нож идет красиво, плавно, быстро, смело. Да. Банку открыл, красавчик. Нож режет. Красиво, плавает, сильно. Ну, не очень. Когда был новенький, был красавчиком. То-то. Это касается, между прочим, всех сталей. И порошковых, и высоколегированных, и булата, и дамаска, всех сталей. То есть консервная банка — это не коварная штука, а просто сосуд, который там возит с собой пищу. Как открыть? Можете там на камне там потертать, можете открывашкой. Вот для этого у настоящего охотника 3 ножа. Один босой ножик, бадай называется. Почему 3? Потому что они все трое предназначены для какой-то работы. Для какой-то специальной работы. Вот поэтому 3 носит. И вторая, тот, который бадай, большой ножик, ну, да, можно сказать, для строганины. В основном она предназначена для рубки. Весистый, босой, руби. Поэтому рукоять, как известно, легкая. А железа впереди хватает. На кончику, от кончика, там где, как говорится, грудь конкретно идет ударная сила в этом районе. Можете построгать, конкретно рубить, костерчик, то все. Вот. А после него идет средний нож. По-якутски, ну, средний нож, можно сказать, универсальный. Его область применения везде. Ну, давай, открывай баночку, да. Давай, руби, ага. Ну, конкретно в этом плане. И по-якутски называется кара-бгах. В переводе как черный нож. Почему черный, а не светлый? Потому что он все черные дела делает конкретно. Вся нагрузка на универсальном ноже. Это средний нож. Но длина там 15 максимум, не больше. 13-15 где-то среднем. И потом идет
самый-самый остренький, самый-самый, тот самый быстрый, смелый быча предназначен для разделки, специально для шкуры, предназначен для работы внутренностей. Маленький малышок. На самом деле область применения лезвия ножа 8-7 сантиметров всего. Вы же не будете с этим разделывать, правильно? А именно этой частью. Так что независимо там длины лезвия, все равно будете от кончика к острию, то есть, да, и до грудинки. Больше площадь применения его нету. Вот, а быча уже берегут. Берегут специально в рюкзачке или на шее, как говорится, чтобы применить именно в разделке. Таким образом, все три ножа, предназначенные для чего-то, они становятся долговечными. Правильно? Правильно. Вот так надо. А то один нож везде, в принципе, можно. В принципе, но уже срок службы уже ограничен будет. Это известно. Вы же не будете колоть, рубить. И тем не менее еще там разделывать тушу. Только в одном ноже. Ну, многие так делают, но мало кто умеет все три ножа. С вашего позволения я буду работать, вы задавайте вопросики. Тем не менее, как завершу работу, буду показывать ножики. Кто придет на выставке, маленькая такая анонсик. Ну, что касается стали Neolox, который в моем меню бюджетный вариант. Цены узнаем на выставке, но это будет уже другая цена совсем для вас. Очень привлекательная. А так, ударов прочная, да, не крошится, нет. Мой вес держит, спокойно держит, хоть прыгай, пружинистый, да. И самое главное, если садится режущая кромка, парочка раз другим ножом поправил, как новенький. А то, что была уже согнута, была то, что режущая, я имею в виду режущую кромка, та, которая загнулась, встает конкретно. Все, дальше идет. По сравнению других сталей, например, копалки, в наших краях очень известная. В чем преимущество? Не ржавеет. Вообще не ржавеет. И более-менее долго держит режущую кромку, да. И самое главное, не ломается нифига. Конкретно рычажные движения. Ударил. Нет. Обратно встает конкретно. Ну, насчет тестов я проводил тут, так что без сомнений. Попрыгал на нем. Ну, как-нибудь покажу. Тут у меня ребята пишут, давай протестируй, покажи, какие стали лучше. На разных сталей обзор сделай. Так и сяк. Некоторые говорят, как шатун. Протестируй, покажи народу, говорят. Ну, я скажу, можно, в принципе. Но, как известно, время будет, покажу.
Но обычно самое злое это время. Не только у меня, но и у всех. Каждому свое время. Вот так вот. Привет, казахстанцы. Должен заметить, что из Казахстана, по-моему, шестой человек приобрел билет. Вот. Пополнили мой мобильный счет. Ну, кто видел в Инстаграме, вот такой шуткой. Это естественно у нее. Вот. С РДшком. Кстати, наличие на выставке продам. Кто придет, тот и заберет. Неолокс, клеймо мастера. Но более блестящий. Оно полировку, чем порошковый, быстро берет. Вот. Так что дребезжит, не капает. Так что оно более, не хочу сказать слово мягкое, но более лояльное, да. Гибкое. Короче, то, что надо. Да и цена та же самая. То, что надо. Вот. И ко мне спросила одна дама, хочу я прийти на выставку. Вы сказали, для дам скидка при покупке ножа, скидка автоматически 1000 рублей. Это правда или нет? Подтверждаю. Вы приходите, приобретайте. Ножик, сразу скидка 1000 рублей. Вот. Ребята, своих жен зарядите, отправляйте на выставку. В смысле, кошелек с собой возьмите. Кошелек, как известно, у кого. Вот. Ну, хороший ножик, хороший 8 марта, правильно? А то каждый год носки и майка как-то неинтересно. По соцсетям разные приходят. Терпите, ребята, осталось всего ничего. Ну, насчет подарков, повторюсь, не люблю получать. Я предпочитаю дарить, чем получать. Ну, по-разному бывает. Но то, что, наверное, привык делать руками, вот поэтому. И так, таких, не знаю, таких больших подарков, кроме моих сыновей, пока не встретил в этом мире. Нормально. Ну что, народ, задавайте вопросы. Я не могу сидеть без дела. 5 суток осталось до выставки. После выставки сразу распечатаю, проверю, перепроверю. И будем ждать долгожданные 20-е. Я попросил
у кого есть мои ножи, будьте добры, снимите ролик, отправляйте, я на канал выложу. Пока никого. Наверное, стесняется. Или что-то такое. Или не хотят показывать свой ножик. Вообще никого. Вот чего я не понимаю. Все мои клиенты не хотят пиариться или что-то такое. Если был бы у меня нож бурдыковский, гордо носил бы, показал бы, и ролик снимал бы. Нож темном, кожа, кап березы. Неолокс сталь. Я это специально так сделано, чтобы во время этого, ну, рукоять коротенькая, вот поэтому схитрил. Что там, вопросики поступают? Нет, уже полчаса сидим. Ну, наверное, в серванте хранят. Так. Салам, хайдах барынан. Молодец, что участвуете. Спасибо, Андрей. Угу. Сюзбе Татарстана видде. Угу. Ну что, народ, нет вопросов? Самое интересное смотреть, как течет вода, как горит огонь и как работает вот здесь. Конкретно. Ну, хочу немножко планов своих ознакомить. Может, кто закажет. У меня план расписаны на полгода вперед. Так, надо. Так. Что там капает? Привет, Томск. Ну что насчет что капает? Если о других ножнах звучит, не звучит, при ударе, при взмахе отлетают. Отлетают. Такого у меня нету. На выставке многие там. Откройте, пожалуйста. Но это только первое время, а потом уже чем больше открываешь, достаешь, она уже нормализуется и очень просто будет открываться. Так, ну что насчет планов? Март, месяц март. Очень долгожданный месяц. В марте в моих планах
2 выставки. Вот. Чего взять? Привет из Томска. Я хочу только заказать. Что заказывать-то? Ножик? Не знаю еще какой взять. Посоветуйте. Наталья. Где она, Наталья, написала? Еще раз, Наталья, уясните, пожалуйста. И не брдык, а сзади еще есть там А. Брдыка. В марте 2 выставки. Один в моем любимом городе Санкт-Петербурге. Соглашусь с теми, кто один из лучших городов мира. Мнение у кого такого, с ним соглашусь. Действительно, город очень хороший. Я там учился аж 3 года. Вот. Вот. Так что Питер, потом Москва. А что там в Питере будет, это мы узнаем из следующих эфиров. Чё? Ну, ничего. Наталья, я вас вопрос не понял, недопонял, наверное. Маникюрный к 8 марта. Ножик. Но если вы хотите, Наталья, подарить своему мужу, из какой стали делать подарок для разделки шкуры. Ну вот. Так. Лучше берите мой нож. Будете знать у кого. Будете иметь пожизненную гарантию. Это очень важно. И гибкая система оплаты. В рассрочку. Срок делаете вы только вы. Когда хотите, сколько хотите отправить, знаете только вы. Но когда истечет все 100%, непосредственно тот, который сидит перед вами, приступает к вашему заказу. Такой программой сейчас пользуется уже 2 человека, уже 3 почти уже оплатил. Скоро будет получать свой заказик. Вот. О! Такой капик. И самое главное, смотри, фишка такая. Тут такой маленький зенчик. На обух. Для чего? Да, вот для того, чтобы удлинить рукоять, чтобы контролировать. Некоторые так делают, некоторые вот так делают, а я использую вот так. Но для каждого ножа есть свой хозяин. Надеюсь, найдут они все свои хозяева через так 5 дней. Вот. Что касается вопроса, еще раз, если остановиться, вопрос Натальи. Да, действительно, очень много стали и очень много нержавеющей стали. И все говорят одно, кто-то другое.
Да, действительно это так. Никто не знает. Да, говоримся. Никто не знает в действительности, если человек, например, меня сейчас на какую-то лабораторию химии отправить, я точно там ничего не знаю. То же самое и в металлургии, и в кузнечном деле. Но, коли так, надо спрашивать у продавца, нержавеющая, они скажут сразу все, да, нержавеющая. Спросите, речью кромку держит? Да, несомненно. А вы спросите у них, сколько крепкость стали. У каждого стали есть так называемая крепкость. Его измеряют по, можно сказать, таблицу, чье название Ракуэлли. Ракуэлли. Вот, измерение твердости стали. Вот. Если ну, максимальные там очень-очень крепкие стали, как известно, они должны выдержать все. На самом деле это не так. Чем больше она крепкая, тем она и хуже в чем? Она может лопнуться при неаккуратном даже движении рычажных. Почему? Вроде сталь очень крепкая, она не должна это самое лопнуть и так далее. Существует давление. Давление на клинке, на стали. Сама структура на стали очень сжатая. Очень сжатая. И вдруг с какой-то стороны очень сильное давление, поэтому все элементы как бы выходят. Колу рубят, фонтан делает, как бы такое. Вот, это оказывается уже как бы минус. Да, действительно минус. Будет очень обидно этот, тот, который подаренный вами, ломался, лопнул. Для того, чтобы его не было. Нынешняя металлургия дошла до этого. Да, некоторые, большая половина человечества пользуется вот такой крепкой стали, да. Другая половина вот такой. И большинство выбирает среднее. Ну, не очень крепкая, не очень мягкая. Ну, чтоб работала, да, ну, чтоб еще кромку держала. Что касается моей компании, этой стали является, да, Эльмакс. Сталь очень действительно гибкая, не крошится. И цена у него очень даже дорогое. Дорогое в том плане, работа с ним не очень-то быстро делается, очень такая кропотливая, но мы находим общий язык. Вот. И под ним, и над ним остается под ним очень много стали остается внизу. Мы же идем вверх по Рокуэлли, да? А над ним остается всего 5, даже и то меньше сталей. Вот. И эти стали, да, действительно очень хорошо держат режущую кромку. Да, они рычажные движения имеют, больше нагрузки принимают чуток, но их цена, соответственно, уже экшен. Да, и такие стали у меня будут, и эти цены будут уже совсем другие. Но зато вы будете иметь
ну, не Жигули, конечно, да, а уже конкретная сталь, которая уже делает ваше удовольствие, что угодно. Да, действительно очень хорошо держит древесную кромку. Даже, очень даже. И правится даже нормально. Никакой там станок, там ничего такого особенного не надо. В принципе, станок никому не помешает. Я имею в виду станок заточной. Существует, ну, там, градус поставляют и делается. Вот. И в этом верхнем ряду уже появляется давление, у них нарастает, соответственно, появляются уже некие минусы, которые уже сократят их уже вниз, вниз. Если лопается сталь, зачем мне такой ножик при минус 50? В наших условиях они уже мало чего выдержат. Да, выдержат, да. Но на охоте на машинах тут плюс там 12 в ножнах. Вышел, походил в лесу полчасика, там уже минус 52. Решил рубить сучок такой мощный. Лыц! А говорили, это такой-то крутой. Ну что такое, скажут? Физика. Ну, что там, пропустил я. Ну-ка, ну-ка. Малейкум салам. Да, капает, это не падает. Ол бестен мартын оғырауын. Ну, что категорически. Нормальный владелец ножа, да такую, мягко говоря, дорогую цену, что может делать? Если в этом мире, к сожалению, да и к счастью, ничто не вечно. Ну, хотел бы, чтобы не потеряли. А использовали нормально, добротно, чтобы пацанам, внукам своим дошел. Вот. Ну, во всяком случае, если человек приобретает ножик, да, это его собственность, правильно? Со своей собственностью он имеет право сам. Не спорю. Как с ним быть? Не спорю. А то, что касается лопнет, не лопнет, сломается, не сломается, в зависимости от стали, в зависимости от работы. Тут надо иметь просто поработайте с ним, почувствуйте, на что он способен, узнайте. Предел найдете, когда сломаете, но найдете этот предел. Но если, во всяком случае, клинок тут ломается, у меня тут, если мои тесты прошел, после этого он выходит через эту дверь. И этот ножик попадает вам, и она вам каким-то образом при резке колбаски ломается, такого вряд ли я приму. И таких случаев, я имею в виду с Сельмаксом, не помню.
Хорошая сталь за хорошие деньги. Ну, как говорят, безбашенные, башенные люди поступают, как хотят. Кабы имею я пожизненную гарантию, бардыка сделает, давай ломать. Делай. Ломай. Прикинем. Я тут тоже человек не тонкой с кожей сижу. Был, однако, случай пару лет назад, по-моему, или еще чуть ближе. Пришел по гарантии ножик. Да вот, на окорочка сломался. Ну что, окорочка с железные были? Нет, обычные. Давай, отправляй, смотрю. А там нифига окорочка. На обухе следы от этого конкретного. По-моему, еще топора. Первый удар выдержал, потом на втором уже лопнул конкретно. Спрашиваю, а что с ним делали? Ну, хотя бы что резали? Скажите, следы есть, есть. На корочке такой ножик не ломается, говоришь. Он говорит, не помню. Как-то пацанами на рыбалке вышли. Пришел домой в ножнах. Половины там осталось, говорит. Молодец, красавчик. Че рубили, сами не помню. Красавцы. Обидно, не обидно. По крайней мере, некрасиво так поступать трудом человека. А главное, заказали и через неделю: алло, алло, где мой заказ? Все, уже конец. Скоро днюха, то все. Давай, отправляй. Трижды в день звонок, смски. О, сразу я тогда почувствовал, когда отправлял ножик. Держись, братан. Ну, пришел ножик. Ну, сделал еще раз. По гарантии. Но уже по другой сумме. Почему мне бесплатно, говорит? Ты же будешь ломать, красавчик. Или я сокращаю это лезвие на одну половину, там остается 5 сантиметров. Я же уже тебе продаю, получается, сталь. Да. Новые стали делаю. Вот. Если была бы она целая, тогда уже проблем не было бы. Поточил бы, поправил бы. Вот такой пришел. И я хотел еще сделать вот такой ножик. Согласны? На такой нож. Топором рубите. Давай. А он подумал, покалякал. Ладно, этот буду беречь. Ну, сказал, посмотрим. Оплатил, что он делает. Тут же сталь. По-моему, СУС 440 был. Японская сталь. Очень даже неплохая сталь. Ну, такие отношения. Не знаю. Минимум, мягко сказать, некрасиво. И это мягко сказать. Ты для них вроде стараешься. Про сон, про дом, про семью забываешь. Весь день здесь. С утра до ночи. А они тебя тут там топором на топор тестируют. Красавцы. Но это было давно.
Еще один красавчик ждет, ребята. Еще один красавчик. Бинкс, бинкс, бинкс. Вот такой капик хорошенький. Ну, тут мы тут почистим. Вообще красавчиком будет. Вот. Ну-ка, что там у нас? Привет, Казахстан. Добрый. А, больше ничего. Из 2020 только смотрит, да? Ну, знает. Еще не 20-го. Непонятный. Чё? И... Угу. Ну, а вы дали мне 20-ку, молодец. И он оказался самым тупым. Правильно, Сергей? Возможность скопироваться, выпускать сувенирные ножи. Бадая. Ну что, Сергей, могу сказать? Цех был хороший, нормальный. Так. И ножик. Ну, мое состояние цеховское помнит, наверное. И то, что я вам продал, там немало людей подходило. И вам попался нож после тестов. И вы мне, как по приезду, сказали, нож тупой, да? Если они его ссадили при тестах. А что касается цены, честно говоря, не помню. Честно говоря, не помню. Я впервые поехал в Алдан. Вроде близко, но очень далек оказывался. Как говорится, 2 дня 5-я точка болела у меня. Ну, цех был нормальный. Хотелось бы, конечно, чуть-чуть хорошего, но мы в любом негативе нашли позитив. Вот. А в этом году цеха посещать не буду. Стройка века, вот поэтому. Отдохну хоть 1 годик без цехов и городского, и Оламхо. Поработаю для себя.
как говорится. Да, есть некоторые недочеты. Что, будем исправлять? Идеальных людей нету. А те, которые признаются, их надо заметить мало. В том, что они признали свою ошибку или хотя бы объяснили то, что то и пытаюсь сделать я. Так. Что там? Нет, он очень почему получилась такая сумма. Угу. Ну, не знаю. Рекомендации. В следующий раз тридцатник будет. Эко это что? Не знаю. Вот такой вот перед вами во время наших разговоров родился еще один якутский ножик, который пойдет прямиком на выставке. О, хайдары реддеген шубайгала. Тала. Тудун. Ну, рукояти нынче вот такие. Почему? На выставке расскажу. Что ж, дорогие мои, хотел бы продолжать. Ну, в принципе, у нас есть еще минутка. Еще есть вопросы. Еще один брату за 15 скидку. Че? Брату, но он уже за 15. Нужно чего? Исчезает, пропадает. Нужно уже давать скидку. Угу. Так, я дал скидку, у которого уже 3 ножа, по-моему. И он воспользовался этой скидкой и приобрел сразу 2. Это было в прошлом году. Вот. Это из Магадана. Вот. И при получении он обнаружил трещину на лезвии. И говорит мне: уважаемый, вы ко мне ножики получил, все классно, а-ля тополя. И одна из них на клинке с трещиной.
А я ему объясняю, это не трещина, это согнулась вдруг сама себе, вот так лежит, тоненькая фольга, да, сталь, и вот она ложится и образует как бы трещину. Вот, я ему и говорю, объясняю, а он не верит. И тогда давай, говорит он, буду вставать на нем, буду снимать видео, как он будет лопаться. Но я тоже тут, как известно, тесты провожу. Я ему говорю, давай, но лезвие не сломается. Снимай и отправляй. И вот вижу домик, человек в тапочках встает на мой нож. А потом бац! И в чем минус было этого ножа? У него в середине была тут косточка. Вот в этом районе. А трещина была где-то здесь посередине. Как бы трещина, да? Вот. Тут больше, тут капик, и тут как бы косточка и вниз. Ну там на видео есть, посмотрите. Ну вот, там где была косточка, вот в районе этого, и там где проходит хвостовик, вот в этом районе я лопнул. Двое. Но я ему говорю, ну что, убедился? Он говорит, да, действительно села. Ну чем будешь тогда дополнить рукоять, чем будешь делать? Что-нибудь сварим? Давай. Последний раз ему была скидка. А так обладателем моей ножей. Так, рекорд, по-моему, 7 у одного человека. Прикинем. Но ценник будет меняться, честно говоря, не очень так глобально. Не процентов там 25-30, такого не будет все равно. Вот. О. А так, для обладателей, если у вас есть мои ножи, я уже говорю, у некоторых 7, у некоторых 5 приобретенных мною. Вот. То есть моих. Покупайте ножи, будет скидка, без проблем. Что могу еще добавить? Пока ничего. Ну что, еще раз расскажу то, что начал в начале эфира. Участников 56. Вот. Участников не хватает сотни. В декабре был действительно хороший такой. Ну, наверное, у населения праздничное настроение было. Ну, а так я хочу, и вы хотите, чтобы был больше 150. Будет 150. Если вот, тогда уже конкретно 2 ножа. А количество билетов я не считаю, Алексей Митин. Ну, когда как разон перед этим будет и количество, и сумма перед в конце эфира, наверное. Вот. Что касается планов, немножко рассказал. В марте Питер, в марте Москва. Так что питерские жители
подписчики, коли хотите заказывать, коли не хотите заказывать, будем держать связь. В марте конкретно будет реклама, какими ножами иду. И после завершения моих работ перед Дархан Усом тоже будет некий обзорчик каждого ножа. Некоторые уже показал. Вот. Тот, кто хочет приобрести таких ножей, будете иметь возможность откладывать. Я приду за этим ножом во сколько-то, потому что у меня работа, но будьте добры, откладывайте этот нож без проблем. В течение 2 дней будете приходить и забирать свой долгожданный ножик, если он понравится вам. Я это могу. Вот. И она будет лежать, скажем так, 1 день. И такая же система существует и на коленке. Тем пользовались в прошлом на прошлом, получается, осенью. Аж 4 человека. Обзор сделал, показал вот такие ножи. Написали ребята, вот такой 3 слева, 3 второй, это откладывайте, заберем. Хорошо сказал. Не выставлял. Заранее они уже лежали в чемодане. Через сутки 2 обе пришли, обе забрали. И таким методом, ну что это означает? Уважение к своим клиентам, как минимум. Правильно? Вот. Если человек желает, почему бы и нет, можно и откладывать. Вот. Если срок истекает, то уже выставляю. Выставка закончится. Некоторые уже себе приметили, того забирают. А если человек опоздал, ничего, я им звоню, время истекло, вы где? А если трубу не поднимает или куда-то уехал, все уже выставляется на общий обзор, люди приобретают. Вот такой системой будем и у нас в Дархан Усе на выставке. Честно говоря, скорее бы выставка. Надоело сидеть здесь. Скорее бы встречаться с своими коллегами, с вами, уважаемые земляки. Скорее бы общение, поговорим. Еще раз повторюсь, прекрасным дамам автоматически 1000 рублей скидка. Вот. Все ножи будут в коробочках, пакетиках, сертификатах, визиточках. Полный в-инклюзе, как говорится. И еще попрошу всех, кто видит это сейчас, ролики мои репостните, чтобы было много участников нашего лота. Репостните на статусе, поставьте в WhatsApp, на Инстаграме, по группам кидайте. Но уже время, уже ровно сколько там осталось? 10 дней осталось его. Через 10 дней, если в день по 10 человек, вот и 100, отлично. Тогда будет 2 ножа. Как раз они у меня в наличии. Вот. Шаман заготавливает нож. Спросите у шамана. Это очень долгая и очень-очень обширная тема. А у нас перевалило уже давно за час. Вот. Так что с меня обзорчик. Это будет 13 или 12. 12. Да, возможно и 12. Так что, подписчики мои, приглашайте всех на это благое дело. И мы наконец завершим этот
период, можно сказать, этот месяц. Вот, февральский еще, если напомню, у нас есть уже в резерве 21. К этой сумме уже добавим, которая будет набираться здесь. Вот так вот. Коли кто опоздал, смотрите видео. Эфир я, с вашего позволения, заканчиваю.